Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нравится то, что мы делаем? Поддержите нашу работу. Жительницы Марыйской улицы в поселке Шатлык Марыйского вилаята пожаловались в Хакимлик на отсутствие нормальной подачи воды в дома. В отместку было предписано снести их дворовые хозяйственные постройки и огороды. Тем временем власти отреагировали на прошлый материал Turkmen News о воровстве на складах строительного треста в Шатлыке. Они стараются найти источник утечки информации. Объявления о продаже металлических изделий с сайта TM Cars удалены. На Марыйской улице Шатлыка почти все дома двухэтажные, и есть лишь один четырехэтажный, и во всех этих домах вода подается лишь несколько часов в день по расписанию, но и в эти часы она не поднимается выше первого этажа. Не в последнюю очередь это связано с тем, что вода уходит в теплицы и на кирпичные заводы, расположенные в округе. Чиновники получают мзду в размере 10-20 тысяч манатов или $525 по рыночному курсу за каждую теплицу. Местным жителям приходится набирать воду у соседей на первом этаже, а потом хранить ее в бочках. Некоторые семьи роют для себя колодца, но такая работа стоит не менее 1000 манатов или $550, а хороший колодец обойдется в 2000 манатов или $100. Для многих семей это недоступная цена. И вот утром, 25 июля, около 15 женщин, проживающих на одном из кругов, как в Шатлыке, называют массивы из 4 домов с общим двором, решили, так дальше жить нельзя. Они пошли в Хакимлик и пожаловались на плохую работу водопровода. Произошел на повышенных тонах разговор с Хакимом, после чего чиновники пообещали разобраться, а уже после обеда на Марыйскую улицу пришли коммунальщики, но не для того, чтобы решить проблему с водоснабжением. Вместо этого они заявили, что жильцы должны в течение нескольких дней снести огороды, хозяйственные постройки и заборы, которые они якобы самовольно возвели во дворах. Речь именно о том круге, где живут женщины, которые ходили в Хакимлик. Хозпостройки там существуют с 1989 года и до сих пор никому не мешали. Не менее своеобразно в Шатлыке отреагировали и на недавнюю публикацию Turkmen News о воровстве в местном строительном тресте Марынефтегазстрой. Напомним, речь шла о том, что стройматериалы со складов треста, не таясь, продают через сайт объявлений TM Cars. Теперь все эти объявления с сайта удалены, а одного из заместителей, начальника треста Джума Атаевича, его фамилия по-прежнему неизвестна, забрали на допрос работники Управления национальной безопасности. В МНБ предположили, что заместитель метит на место начальника, и, возможно, именно он отправил информацию в зарубежные СМИ. Что же касается наказания тех, кто жалуется на низкое качество коммунальных услуг, то это для Шатлыка норма. В 2023 году 3 местных жителей, которые были недовольны отключением электричества, оштрафовали якобы за нарушение общественного порядка. Крайне низкое качество коммунальных услуг характерно и для других населенных пунктов Туркменистана. Практически везде, кроме Ашхабада, работает старая советская инфраструктура. Водопровод во многих домах практически не действует, в работе электросетей происходят перебои. Деньги, выделяемые на полноценную реконструкцию, разворовываются, а в реальности ремонт производится кустарным способом. Хотите поделиться интересной информацией? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас и нашу работу, станьте нашими спонсорами.